Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа «Про авто 14». Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. В студии работает Антон Васильев. В следующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Как записаться на прием в ГИБДД через госуслуги. Какую работу проводит прокуратура Якутии по обеспечению безопасности дорожного движения. Как уведомлять о перевозке детей на сайте ГИБДД. 50 лет движению юные инспекторы движения. Какие мероприятия юные инспекторы движения проводят в рамках юбилея в нашей республике. А в конце программы, по традиции, наша популярная и любимая вами рубрика «Тест правил дорожного движения», который сдаст участница реалити-шоу «Арыга» Анастасия Иванова. А в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах республики за последнюю неделю. На автомобильных дорогах республики с 6 по 12 ноября зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмировано 16 человек и повреждено 15 транспортных средств. Так, 7 ноября на регулируемом перекрестке улиц Хабарова-Черяева неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия. В результате наезда пешеходу в больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. В ходе разыскных мероприятий водитель был задержан инспекторами ДПС. Им оказался 55-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Camry. Водительский стаж с 1986 года. Во время задержания имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. 11 ноября на 787-м километре автомобильной дороги А-360 водитель, управляя транспортным средством Toyota Hilux, двигаясь с стороны Якутска в сторону города Томмот, с неправильно выбранной скоростью, без учета дорожных и метеорологических условий, допустил съезд дороги с последующим наездом на металлические ограждения проезжей части. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения. 12 ноября в дежурную часть госавтоинспекции по Усть-Алданскому району поступило телефонное сообщение о том, что на автодороге Борогон на повороте в село Тумул на проезжей части лежит иномарка. При проверке информации было установлено, что 50-летний мужчина, управляя автомашиной Toyota Corona, не выбрал безопасную скорость движения с учетом метеорологических и дорожных условий, не справился с рулевым управлением, вследствие чего допустил опрокидывание транспортного средства на крышу. В результате ДТП водитель с различными переломами был госпитализирован в местную больницу. Освидетельствование не выявило у него факта употребления алкогольных напитков. В ходе разбирательств выяснилось, что на колесах автомобиля были установлены летние шины. А мы продолжаем. Интернет все прочнее входит в жизнь человека, а множество услуг можно получить, не выходя из дома. Вместо поездки в какую-либо организацию длительного стояния в очереди, вопросы можно решить с помощью онлайн-сервисов и буквально нескольких кликов. Одной из таких услуг является запись на прием в ГИБДД. Как это сделать, мы расскажем в следующем сюжете. Для регистрации транспортного средства через единый портал государственных услуг необходимо в нижнем углу выбрать иконку «Услуги». В списке выберите «Регистрация транспортного средства» и далее вводите данные транспортного средства. То есть ВИН-номер, номер шасси, либо номер электронного ПТС. Если регистрируете новое авто, либо приобретенное авто за пределами Российской Федерации. Если регистрируете подержанное авто, необходимо прописать свидетельство о регистрации транспортного средства, государственный регистрационный знак транспортного средства. Далее вы подготавливаете все документы для регистрации транспортного средства, то есть договор купли-продажи, документ о праве собственности транспортного средства, полис ОСАГО, диагностическую карту. Если авто менее 4 лет, выбираете отделение в органах ГИБДД, выбираете дату, время визита, после чего оплачиваете госпошлину за постановку на учет транспортного средства. Также через госуслуги можно воспользоваться услугами замены водительского удостоверения. Необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации. Госпошлину оплачиваете 2000 рублей и медицинская справка формы 003 ВУ. В настоящее время, как и всегда, остается актуальным вопрос безопасности дорожного движения. Ведь из года в год на дорогах
Погибают, получают увечья, травмируются огромное количество участников дорожного движения. Органами прокуратуры республики по результатам проверок безопасности дорожного движения в прошлом году выявлено более 2000 правонарушений. В чем причина такого положения дел? Возможно ли их предотвратить? Какую ответственность несут участники дорожного движения за совершение правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения? Об этом сегодня мы поговорим с прокурором по надзору за исполнением законов в социальной сфере Снежаной Аканусовой. Снежана Артуровна, здравствуйте. Здравствуйте. Наш первый вопрос касается статистики выявленных нарушений. Какова статистика выявленных нарушений в ходе осуществления надзора за безопасностью дорожного движения? Прежде всего, хотелось бы отметить, что обеспечение исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения находится на особом контроле прокуратуры республики. Всего на автодорогах республики зарегистрировано 697 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 62 человека и 906 получили различные травмы. Неудовлетворительное состояние улиц и дорог сопутствовало совершению 109 дорожно-транспортных происшествий. За 10 месяцев текущего года органами прокуратуры республики пресечено более 2000 нарушений законов в сфере безопасности дорожного движения, свыше 1900 актов прокурорского реагирования, что способствовало недопущению роста смертности при дорожно-транспортных происшествиях. Какие наиболее частые нарушения выявляются при осуществлении прокурорского надзора в сфере безопасности дорожного движения органами местного самоуправления? Зачастую в деятельности органов местного самоуправления выявляются нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог, непринятием мер по организации и проведению оценки технического состояния дорог, несоответствием дорожного покрытия установленным требованиям, а также отсутствием освещения и дорожных знаков. К примеру, в связи с отсутствием в 6 поселениях на 16 участках муниципальных дорог дорожных знаков, дети, пешеходный переход, главная дорога, уступи дорогу, ограничение максимальной скорости, главам 6 муниципальных образований внесены представления, также предъявлены 5 исковых заявлений в суд, по результатам рассмотрения которых исковые заявления все были удовлетворены, и данные решения находятся на исполнении. Как складывается ситуация на территории республики с нарушениями, которые связаны с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения? Что же у нас на этот счет? Ведь, как говорит статистика, ситуация, наверное, не самая хорошая. За 10 месяцев текущего года на территории республики, как я уже отмечала, выявлено 697 дорожно-транспортных происшествий, из которых 82 совершены по вине водителей в состоянии опьянения, в результате чего погибли 16 человек и 111 получили различные травмы. Так, к административной ответственности привлечено свыше 3000 человек, к уголовной ответственности более 500 человек. Органами прокуратуры выявлены факты составления сотрудниками ГИБДД постановлений в отношении граждан, повторно совершивших административные правонарушения за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за повторный отказ в прохождении медицинского освидетельствования, вместо рассмотрения вопроса о привлечении данных лиц к уголовной ответственности. Так, прокуратурой Намского района направлены материал проверки в отношении гражданина, который повторно был привлечен к административной ответственности, при этом вопрос о привлечении его к уголовной ответственности не ставился. Также при рассмотрении уголовных дел по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации по ходатайствам прокуроров судами республики применяется конфискация транспортных средств и обращение их в доход государства. На сегодняшний день конфисковано в доход государства 90 транспортных средств. Снежана Артуровна, пожалуйста, расскажите также о непосредственно надзору со стороны прокуратуры за реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в этом году планируется обеспечить ввод порядка 270 километров автомобильных дорог, а также привести в нормативное состояние искусственные сооружения. Так, прокурорами выявлялись нарушения в деятельности подрядных организаций в части неисполнения в установленный срок ремонтных работ, а также деятельности заказчика в связи с отсутствием надлежащего контроля. Прокуратурой Ленского района проведены проверки в отношении подрядных организаций. Установлено, что в надлежащий срок ремонтные работы на автомобильной дороге УМНАС
были проведены не в установленный срок, в связи с чем в отношении указанных лиц внесены представления, а также возбуждено дело об административном правонарушении. Какие меры принимаются по организации надлежащего состояния автомобильных дорог в зимний период, по тому, чтобы своевременная и качественная уборка снега и наледи осуществлялась? Прокурорами ежегодно выявляются нарушения в деятельности органов местного самоуправления в связи с их бездействием по надлежащему содержанию автомобильных дорог в зимний период. Также в связи с их несвоевременной и некачественной уборкой от снега и наледи. Так, органами прокуратуры принимались меры в связи с непроведением снегоуборочных работ, наличием на внутрипоселковых дорогах, обочинах наледи, уплотненного слоя снега, отсутствием необходимых дорожных знаков, в связи с чем были внесены представления главам муниципальных образований, а также виновные лица были привлечены к административной ответственности по статье 12.34 КоАП Российской Федерации. Благодарю вас, Снежана Артуровна, за то, что уделили время, рассказали о проводимом мониторинге за непосредственно реализацией того, что у нас прописано в законе компетентными органами. Я напоминаю, что у нас в гостях была прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере Снежана Аканосова. А мы двигаемся далее. Как уведомить о перевозке детей на сайте ГИБДД? Ничего в этом сложного нет. На ведомственном сайте есть специальный раздел «Перевозка детей», в котором размещена не только памятка для организаторов групп детей, но и пошаговая инструкция, чтобы организаторы четко понимали, какие документы, куда и в какие сроки они должны подать. Далее тему продолжит наш следующий сюжет. Уведомления по организованным перевозкам групп детей автобусами подаются на сайте gibdd.rf. Правила по организованной перевозке групп детей автобусами утверждены постановлением правительства Российской Федерации за номером 1527 от 23 сентября 2020 года. При переходе на данный сайт заполняются поля заявителя, то есть фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон. Информация о перевозке, то есть регион, количество детей, цель перевозки. И также заполняются сведения о водителе и о транспортном средстве. Подача уведомления об организованной перевозке групп детей автобусами подается не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозки в городском и пригородном сообщениях. Во время осуществления организованной перевозки групп детей у сопровождающего лица, то есть организатора перевозки, должен быть приказ на осуществление перевозки, список детей, список сопровождающих и маршрут следования схематически. Если школой нанимается сторонний автобус, то заполняется договор фрахтования. После подачи уведомления об организованной перевозке групп детей результат рассмотрения вы можете проверить по номеру уведомления, то есть ID уведомления, либо по государственному регистрационному знаку транспортного средства. В марте этого года движению «Юные инспекторы движения» исполнилось 50 лет. За все это время юные инспекторы движения стали одними из самых массовых и популярных детско-юношеских движений не только в России, но и в других странах СНГ. Главная задача отряда – это активное участие в пропаганде правил дорожного движения среди детей и подростков, обучение навыкам безопасного поведения на дорогах. Каждый год проходит всероссийский слет юидовцев. Каждый год проходит всероссийский слет юидовцев, в котором участвуют победители своих городских и краевых этапов. О том, как отмечает юбилей наша республика и что это означает эта дата для якутских юидовцев, мы узнаем из сюжета нашего корреспондента Ларины Сукуевой. Для якутских юидовцев юбилейный год начался со слета «Юные инспекторы движения» и конкурса велосипедистов «Безопасное колесо». Затем были соревнования агитбригад, где Якутия вошла в число 45 регионов страны, а сегодня якутяне реализуют всероссийский проект «Наставники ЮИД». Мы обучаем руководителей, руководители обучают детей, и тогда дети сами, уже юидовцы, становятся руководителями проектов и помогают детям становиться лучшими юидовцами. Также юидовцы помогают стать лучшими юпидовцами. То есть такая взаимосвязь сейчас организована во всех школах города Якутска. В рамках юбилея движения ЮИД также прошел республиканский конкурс «Зеленый огонек» среди дошкольных образовательных учреждений, где свои знания показали совсем маленькие юные инспекторы, точнее, юные помощники инспекторов дорожного
дорожного движения. В проведении мероприятия нам помогали наши помощники, юные инспекторы движения школы номер 3 города Якутска. Эти ребята являются наставниками наших маленьких юпидовцев, которые в дальнейшем пополнят ряды юных инспекторов движения республики. Ученик 7 класса школы номер 3 города Якутска Кирилл Повод состоит в отряде ЮИД уже больше 3 лет и сегодня считается авторитетным членом жюри республиканского конкурса. Мне понравился садик «Белоснежка». Очень хорошая форма, единая, очень хорошо говорили, речевка хорошая. Еще мы обращаем внимание на то, как человек говорит. Конкурс «Зеленый огонек» на республиканском уровне в этом году прошел впервые. До этого носил муниципальный статус. Так, нынче в нем приняло участие 6 столичных детских садов и 20 районных дошкольных учреждений. Городские сады участвовали в конкурсе очно, а для районных устроили онлайн-состязания. Применялись различные формы – и песни, и танцы, и сценические постановки. И организаторы мероприятия с радостью отметили, что качество выступления в этом году значительно выше. Кто такие юпидовцы? Юпид. Что это? Это помощники инспекторов дорожного движения. Карина, как вы изучаете правила дорожного движения? Мы играем, занимаемся. Какое правило дорожного движения тебе нравится? Не играть на дороге. На дороге нельзя играть, потому что там ездят машины. Много нового для себя узнала и ученица 5 класса 3 школы Настя Крупко, которая вошла в состав ЮИД совсем недавно, всего полгода назад. Признается, что была покорена красивой формой юидовцев, постоянной интересной занятостью ребят. Здесь она обрела новых друзей, научилась выражать свои мысли и, конечно, выучила правила дорожного движения. Это очень интересно. И очень много узнаю о городах и в основном о знаках. Пешеходный переход, автобусная остановка. Планов до конца юбилейного года у юидовцев громадье. А пока ребята ждут отличившихся юных инспекторов движения с 18-го межгосударственного слета, который проходит в Анапе. Ждут их с новостями, новыми знаниями и умениями. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане и жители нашей республики отвечают на вопросы, связанные со знанием правил дорожного движения. Наш тест по традиции состоит из 10 вопросов, а свои знания проверит Анастасия Иванова, преподаватель Намского педагогического колледжа, участница реалити-шоу «Арыга». Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, поделитесь в первую очередь, каков же ваш водительский стаж, на каком транспорте предпочитаете передвигаться, ну и немного об участии в телепроекте. Ага. Так, ну у меня водительский стаж получается с 2018 года, это уже 5 лет. Ну, у меня категория В получается, и ну, легковые транспортные средства. А что по поводу участия в телешоу? Почему решились на это? Ну, во-первых, это, конечно же, испытание себя, как вообще, как организм человека поведет себя в экстремальных условиях. И, ну, это для меня было очень интересно. Да. Ну, вообще я смотрела выпуски серии. Предыдущего сезона? Да, предыдущего сезона, и тоже вот, ну, стало мне очень интересно. Ну что, я думаю, в том числе интересно узнать актуальность ваших знаний правил дорожного движения. Ну что, приступим? Итак, первый вопрос. Как вам следует поступить при выполнении разворота? Первый вариант – проехать перекресток первым. Второй – уступить дорогу только легковому автомобилю. Третий – уступить дорогу обоим транспортным средствам. Так, ну, так как я нахожусь на главной дороге, то давайте выберем вариант
2. Уступить дорогу только легковому автомобилю. Вариант номер 2. Хорошо, ваш ответ принят. Следующий вопрос. Кому вы должны уступить дорогу при повороте направо? Первый вариант – только пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Второй вариант – только пешеходам, переходящим проезжую часть, на которой вы поворачиваете. И третий вариант – всем пешеходам. Так, ну здесь сразу видно, что знаков нет на дороге. И думаю, все-таки всем пешеходам уступить дорогу. Ваш ответ – вариант номер 3. Номер 3. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия. Первый вариант – проедете перекресток первым, второй – уступите дорогу только встречному автомобилю, третий – уступите дорогу только автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. И четвертый вариант – уступите дорогу обоим транспортным средствам. Грузовик, я для него, получается, помеха справа. И уступить дорогу вот автомобилю с проблесковым маячком. Это третий, да, по-моему? Третий. Ваш ответ – вариант номер 3. Кто должен уступить дорогу? Первый вариант – водитель грузового автомобиля, второй – водитель легкового автомобиля. Так, ну, легковой автомобиль, тут, получается, перестроение у него идет. А грузовой автомобиль, он едет прямо. Наверное, уступает легковой все-таки автомобиль, потому что он делает перестроение. Вариант номер 2. Вы намерены продолжить движение по главной дороге. Обязаны ли вы при этом включить указатели правого поворота? Первый вариант – обязаны, второй – обязаны только при наличии движущегося сзади транспортного средства, и третий – не обязаны. Ответ – обязаны включать. Вариант номер 1. Ваш ответ. Хорошо, ответ принят. Каким транспортным средством разрешено движение прямо? Первый вариант только грузовому автомобилю, второй легковому и грузовому автомобилям, третий грузовому автомобилю и автобусу, четвертый всем перечисленным транспортным средствам. Вариант 1 только грузовому автомобилю. Ваш ответ вариант номер 1. Хорошо, ответ принят. Сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги? Первый вариант – 1 полосу, второй – 2 полосы, третий – 3 полосы. Вариант 2. 2 полосы. Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? Первый вариант разрешено, второй разрешено, если водитель мотоцикла снизил скорость, третий запрещено. Так, ну здесь знаков нет. Разрешено. Вариант 1. Вариант номер 1. Хорошо, ответ принят. Что запрещено в зоне действия этого знака? Первый вариант – движение любых транспортных средств, второй – движение всех транспортных средств со скоростью не более 20 км в час, и третий – движение механических транспортных средств. Вариант тут третий. Механические. Движение механических транспортных средств – ваш ответ вариант номер 3. Следующий заключительный вопрос звучит следующим образом. Какие из перечисленных действий запрещены водителям механических транспортных средств в жилой зоне? Первый вариант – сквозное движение, второй – учебная езда, третий – стоянка с работающим двигателем и четвертый – все перечисленные действия. Вариант 4. Все перечисленные действия. Ваш ответ – вариант номер 4. Хорошо, Анастасия, ваши ответы приняты, ну а их правильность проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Вы ответили на 10 экзаменационных вопросов, и первый вопрос был: как вам следует поступить при выполнении разворота? Вы выбрали правильный ответ. Действительно, уступить дорогу необходимо только легковому автомобилю. Следующий вопрос. Кому вы должны уступить дорогу при повороте направо? Конечно, дорогу необходимо уступить всем пешеходам. Вы дали правильный ответ. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия. Конечно, необходимо уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Грузовой автомобиль вам уступит. Вы дали правильный ответ. Следующий вопрос. Кто должен уступить дорогу? Уступить дорогу действительно должен легковой автомобиль, так как он меняет полосу движения. Вы намерены продолжить движение по главной дороге. Обязаны ли вы при этом включить указатели правого поворота? Вы обязаны включить указатели правого поворота перед поворотом направо. Вы дали правильный ответ. Каким ТС разрешено движение прямо? А в данной ситуации движение прямо разрешено только грузовому автомобилю. Это был правильный ответ. Сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги? Данная дорога имеет 2 полосы для движения. Вы дали правильный ответ.
Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? Перед нами перекресток. Перекресток нерегулируемый, знаков приоритета нет. На таком перекрестке обгонять запрещено. Вы ошиблись. Единственный случай, когда можно обгонять на перекрестке, это только если вы двигаетесь на нерегулируемом перекрестке по главной дороге. В остальных случаях обгон на перекрестках запрещен. Что запрещено в зоне действия этого знака? А в зоне действия данного знака действительно запрещено движение механических транспортных средств. Вы дали правильный ответ. Какие из перечисленных действий запрещены водителям механических ТС в жилой зоне? В жилой зоне запрещены все перечисленные действия. Это был правильный ответ. Вы ответили на 10 вопросов, ошиблись на 1. Я думаю, вы на будущее запомните, что обгон на перекрестках все-таки запрещен. Можно только в одном единственном случае. Рекомендую повторять правила дорожного движения. Ваши знания хорошие, но повторение никому не мешает. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие зрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!